Крещенский сочельник в храм Рождества Христова, что в столичном поселке Нижний Чоп, пришли больше сотни верующих. Настоятель протоиерей Александр Никитенко осветил приготовленную загодя воду, а затем местные жители и гости крестным ходом отправились к Иордане. Праздником! Купель сотрудники МЧС прорубили еще 3 дня назад. 20-сантиметровой толщи льда Вычегды вполне достаточно, чтобы выдержать всех желающих окунуться в прорубь. Идет контроль на водном объекте, то есть, чтобы люди не поранились, не провалились, то есть толщина льда следим, чтобы лед не проседал. Пока все вроде как бы нормально, все соответствует, люди счастливы. Желающих освежиться в освященной проруби было больше сотни. Юноши, девушки, мужчины, женщины, дети, пенсионеры. Кто-то пришел впервые, для кого-то купание в ледяной воде в крещенскую ночь – давняя традиция. Как ощущения? Как вода? Супер. Ощущения очень хорошие. Первый раз или уже опыт? Было еще разок 11. Да. А что, второй раз привело, понравилось? Хочется каждый год ходить. Что дает? Силу, не болею. Ходим не первый год. Ну, я Александр, 10-й. 10-й? Да. Юбилейный, можно сказать. Да. Что вам Все это прекрасно. дает? Здоровье, во-первых. Силы. Благословение. Благословение. По христианским верованиям, в эту ночь даже простая вода из водоема обладает целительной силой. Трижды окунуться в освященную купель, по мнению верующих, значит на весь год зарядиться бодростью тела и духа. Взятой с собой про запас домой крещенской водой можно вылечить раны. А если окропить ею жилище, там воцарится порядок и покой. Идем по пути Господа нашего. Как Господь шел в Иордан креститься от Иоанна, смирился, так и мы идем для того, чтобы получить исцеление души и тела, смирить свою душу и обрести мир, покой души своей для будущего Царства Небесного. Крещенские купели будут доступны для желающих до позднего вечера. Все это время на страже безопасности и покоя жителей и сотрудники МЧС, и полицейские, и медики. Святой водой верующие могут запастись также в храмах и церквях. Наталья Литкевич, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар. Владимир Путин после окончания рабочей программы, уже находясь в Ленинградской области, посетил мужской монастырь Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Побывал на части литургии. Заметим, традиционных для этого времени года морозов в Центральной России в этом году нет, поэтому, как рассказал пресс-секретарь президента, температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Кроме того, для Путина это не первый опыт крещенских купаний. Окунается в прорубь он уже на протяжении ряда лет. Сергей Гапликов также этой ночью присоединился к священному ритуалу. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. Он поздравил жителей Коми с крещением и пожелал, чтобы святая вода смыла все печали и горести, одарила каждого здоровьем и радостью, защитила от бед и несчастья, очистила мысли и порадовала душу. Конец цитаты. Точное место, где проходило действие, не уточняется, однако для главы такие процедуры тоже, надо заметить, не в диковинку. В прорубь он окунается ежегодно при любой погоде.